соединяется с нечем. Уважаемые телезрители канала «Россия. Моя история», продолжаем. У нас очередная станция. Она связана с моим любимым институтом, потому что он изучает биологию, и мы находимся на станции, которая рассказывает о биотехнологической продукции нашего института. Наша республика очень богата биологически активными веществами, и мы их используем. Используем это по поводу технологий и, конечно, предварительную рецептуру, свойства, направления все изучаются экспериментальной науки, узнают состав, какие вещества полезные, какие нужно отделить, и потом это все превращается в конкретную технологию прикладную, и у нас есть институт биоцех, который вот продукцию, которую мы хотим вам сказать и показать. У нас используются очень простые, вроде бы, на первый взгляд, продукты ресурсы нашей природы, биоресурсы. Вот лишайники, это пальцы линей, и вот последняя новинка, которую мы сейчас звездим, это кора березы. Здесь есть вещество бетулин, которое в результате исследований последних месяцев, даже пару лет, наверное, показывает очень высокие качества фитонцидные вещества, которые способствуют оздоровлению человека, некой предварительной такой подготовки организма против ковида. И это все институт биологии, или как правильно? Это все институт биологической проблемы климатической зоны, который входит в состав Федерального исследовательского центра. И вот все технологии здесь, начиная от такой механо-химической обработки, когда вот такие соединения, здесь все очень мелко-мелко перемалывается, потом это получается вот в таком состоянии или, зависимо от ситуации, вот в таком состоянии. Ну, а более детально о свойствах организмов, как это все делает, расскажет нам начальник цеха Вера. И вот наши продукции, которые мы всегда активно рекламируем, продаем, эпсарин, рексарин и вещества ягель. Это те вещества, которые биологически активные добавки, которые можно использовать для того, чтобы человек получил некие поддерживающие вещества в организм. Это не лекарство, но, с другой стороны, это всегда помощь организму. Ну и вот проходит проверку у нас интересная. Вот это все можно употреблять человеку. Да, по определенной рецептуре, по правилам, которые расписаны. Да. И что это означает? Как его употреблять? Честно скажу, раньше этот вопрос очень ваш коллега Кришенкорс рассказывал, но это казалось бы далеко, и наши в древности предки этим занимались. А вот сейчас в данный момент, вот что представлено вкратце, да, и какая польза для человека или для людей вообще? Вообще для людей. Начнем с того, что мы производим экстракт из патов северного оленя. Этот препарат помогает организму справиться с усталостью, с недомоганием, поднять иммунную систему. То есть экстракт, понимаете, для меня экстракт это некая субстанция, которая разводится в воде, или это что-то другое? Экстракт в воде не разводится. Экстракт делается на спиртовой основе. Это не вода, мы просто делаем И вот давайте об этих экстрактах, которые исследовал и производит Институт биологии, я правильно говорю, нет? Да. Ну давайте расскажем о них. Вот в данный момент это какой-то эпсарин, да? Экстракт из патов северного оленя эпсарин, я же говорю. Он производится из вот этих понтов. Мы экстракт полностью используем чехлик. Чехлик мы перемалываем в такую муку, потом экстрагируем, и получается такой препарат. И что он делает?
Я еще раз повторяю, этот экстракт помогает организму справиться с усталостью, с недомоганием, поднять иммунную систему. Когда вы принимаете наш препарат, постепенно вы почувствуете, что вам что-то хочется сделать. То есть он действует постепенно. Второй препарат – это препарат из ягеля. Изначально мы его производили, когда и рекомендовали при отравлениях, при интоксикации. Дальше в клинических исследованиях оказалось, что он очень хорошо нормализует уровень сахара в крови. То есть, попадая в организм, он выводит токсины, тяжелые металлы, и поэтому он нормализует уровень сахара. Очень хорошо его принимают диабетчики. При приеме диабетчики они говорят, что в более высоких инсулиновых препаратах они переходят в менее инсулиновых препаратов. Еще. И где сейчас вот можно это уже достояние института, это уже производится, и где это можно взять? У нас есть разрешительная документация, приобрети можете у нас в институте наши препараты. Пожалуйста, приходите. Исторический парк. Да, исторический предложил также с нами посотрудничать, то есть определенную, хотя мы сделаем опытную партию, приходите сюда, посещайте этот парк и приобретайте нашу продукцию Института биологических исследований. Наша продукция экологически чистая, потому что мы туда не добавляем никаких. Михаил Михайлович, ну может вы нам продемонстрируете, попробуйте и расскажете, чем это пахнет и как это едит? На самом деле я могу сказать, что определенные препараты, да, вот сейчас если мой одноклассник, реально у него с печенью были проблемы. Он мне прямо говорит, что он регулярный покупатель продукции Института биологии. Он меня даже время от времени, Лера, я приходил, вас приобретал. И сейчас он пришел и сказал, что мне сейчас все нормально. Ему предлагали делать достаточно дорогостоящие лекарства, использовать. Вот эпсалином он печенку свою, можно считать, почистил. Еще немножко, еще я выбирал, да? У вас. То есть это чисто очищающие препараты, да? Ну, в ряде случаев это рекомендуется, и ему конкретно это очень сильно помогло. Я говорю не в этом случае, потому что можно в целом говорить, а я вот конкретно знаю человека, который говорит, это хорошо. И он регулярно отправляет меня и приходит сам, чтобы... Это Михаил Попов, он постоянно у вас покупает другие вещи. И он считает, что это очень хорошо и неплохо себя чувствует. Я вижу, что да, он неплохо себя чувствует. Мы с ним всегда встречаемся. Ну а то, что у нас биологически активные вещества в растениях, и фруктах, и животных всегда известно, и повышенное содержание, это уже было известно и до Бориса Моисеевича Кишинкольца, это были исследования и в 70-е, и в 60-е годы, где было доказано, что содержание тех же самых аскорбиновой кислоты в наших витаминах, оно намного больше, чем в более южных регионах. Потому что тот короткий вегетационный период, который мы проходим, наши растения проходят, он, конечно, вынуждает, потому что наши организмы очень быстро вынуждены это все проходить, накапливать, и у них содержание становится больше. Это одна из технологий адаптации наших организмов к растениям. Аналогично и по животным. То же самое и по здесь уже задают вопрос такой, скорее всего, упреждающий или это. Почему данные препараты не используются в посткомидном лечении в республике Саха-Якутия? Вот конкретный вопрос. Вера, как вы на это ответите? Ну это не к нам. Да, это вопрос. Это совершенно не по адресу. Почему у нас? Нет, те, например, которые люди и попробовали наши препараты, они наши постоянные клиенты. Это неправда. Просто мы институт, понимаете, мы бюджет. Мы не можем так вот открыть магазин, открыть лавку, чтобы реализовать вот это. И поэтому я говорю, приходите в наш институт, покупайте. У нас есть разрешительные документы для реализации, пожалуйста. Михаил Михайлович, интересный вопрос, действительно. А может попробовать и посткомидном... По поводу витамина, сейчас это проходит испытание. Это что такое? Ну вот, сделали
определенные препараты опытные, и они проходят испытания, как только они завершатся, и уже можно как биологически активные добавки, имеющие эффект до постковидного восстановления. Не, ну я понимаю, но Пока это сколько будет проходить это испытание, неизвестно. Я бы говорил Нет, про... это не лекарство, это биологические добавки, это быстрее. Нет, вы знаете, испытания уже прошли. Сейчас у нас идет госрегистрация. Все испытания прошли в Москве, потому что госрегистрация только в Москве. Сейчас только задерживается бумажная работа. Нет, ну я серьезно, как журналист Олег Желнин задает вопрос только один. Когда ты отдыхаешь в санатории, грязобиличебной хату или еще, ты пьешь определенные напитки, делаешь лечебные грязи, но почему ваши препараты Республики Саха-Якутия не используются по коронавирусном лечении больных? Вот такой вопрос. Так, ну, по поводу конкретно постковидной, это все-таки бетулин, да? Да. Этот вещество. А это биологически активные добавки, которые могут помогать людям, в том числе в восстановлении. Если иммунитет повышается, это уже постковидное, можно говорить о нем. Но вот это уже сейчас... Так покажите вот это, принесите нам, покажите. Из этого Вот вещества, да, из этого вещества Вот такой получается вот бетукладин, понимаете? метуклодин, Да. который сейчас... В конце сентября мы получим государственную регистрацию в Москве, и это давай будет... скажем октябрь, чтобы Да, не в октябре. обвиняли, Да, то, что вдруг действительно Москва у нас... Да, затянет. Все прошли испытания в Московском институте. Сейчас мы получаем государственную регистрацию, чтобы... На биологически активные Да, биологически активный бетукладин. Очень хороший препарат. Вы знаете, даже то, что кора береза имеет вот такие вот отличные качества, как заживляющий эффет, а в совокупности с ягелем он вот именно дает такой положительный эффект для организма, который помогает организму справиться с вирусными заболеваниями. Thank you.